В эфире Якутии-24. Актуальное интервью. Сегодня, 31 мая, Всемирный день отказа от курения. О том, могут ли помочь бросить курить никотиносодержащие препараты, вредны ли электронные сигареты и о том, как найти в себе силы избавиться от вредной привычки, мы сегодня поговорим с участковым терапевтом Якутской городской больницы номер 2 Альбертом Никитиным. Альберт Афанасьевич, здравствуйте. Спасибо, что посетили нашу студию. И первый вопрос. Какова статистика по числу курящих в Якутии? И есть ли она вообще? Есть ли тенденции на снижение, либо наоборот увеличение, или количество курящих держится на одном месте? Ну, статистика у нас есть по республике. Но у нас высчитывается более 60% курящих мужчин и 30% от всего населения Якутска женщин курящих тоже. И есть тенденция на снижение, так как сейчас очень актуально стали спортивные составляющие, спортивные мероприятия, спорт пропагандирует, и убрали всякие рекламы этих табакокурения, табака. Как мы видим, это, даже по телевизору, когда показывают, там все время высвечивается, что курение вредит здоровью. Так, и, и в фильмах тоже перестали показывать. То же самое. Так, и... А как вообще проводится эта статистика? Это какой-то устный опрос или на рабочих местах у людей какое-то анкетирование проходит? Вот как участковый терапевт мы работаем с населением, и у нас все это, все это дело... Фиксируется, да. У нас все это фиксируется и документируется, потому что это табакокурение, у нас же основной вред идет на легкие и сосудистые заболевания. Так, вот 90% от смертности это от рака легких идет, и 45% там уже хронические бронхиты, хронические заболевания легких идут, и 40% это от исхемической болезни сердца люди умирают. Как всем известно, это от никотина. Никотин суживает сосуды, за счет чего и происходят сосудистые тоже осложнения. У людей с высоким давлением там риск очень высокий. Так. И день отказа от курения проводится ежегодно, и реально ли курильщику бросить курить за один день и навсегда отказаться от табакокурения? Так, за один день все равно не получится. А так важно, чтобы человек сам понял, что это табакокурение вредит здоровью, и с каждой сигаретой он выкуривает свою жизнь. И за один день никак не получится, все равно это процесс долгий. И реабилитация тоже долго идет. А насколько это длительный процесс? Ведь вывод никотина из крови занимает одно время, а вывод шлаков и токсинов из тех же самых легких другое. По времени как это определить? По времени это... главное, чтобы человек сам сознательно решился на этот очень серьезный шаг для своей жизни. И по срокам там у каждого индивидуально идет все равно. А примерных средних статистических нету? Средних статистики не бывает. Потому что у каждого человека там психология разная, у каждого человека реакция организма тоже другая. И хронические заболевания тоже. Тогда как человеку прийти к тому, чтобы бросить курить? Какие стимулы самые эффективные именно из врачебной практики? Из врачебной практики я своим пациентам, которые подходят ко мне, я все время объясняю, что что вы курите такое продолжительное время, у вас есть такие заболевания, еще дальше может это прогрессировать в такое заболевание и такое дальше. Человек должен знать последствия, что он делает. И самый большой стимул, я считаю, что человек должен бояться от возможных осложнений и заболеваний, которые ведет табакокурение. А когда человеку просто это рассказываешь, а не показываешь какую-нибудь презентацию, либо слайд-шоу с реальными фотографиями, это действенно? Или все-таки лучше еще видеоряд прибавить к этому? Лучше всего, конечно, слайды, видео, чтобы человек видел, что на словах они
Ну, если хорошо рассказывать, конечно, человек все это поймет, но лучше всего фиксировать видео со слайдами. Но мы ежегодно вот тоже проводим и часто вот ходим по школам, со студентами разговариваем насчет этой темы. Ну и там уже у нас и слайды есть, и видео есть, ну, чтобы... А говоря о визуальной составляющей, сейчас на каждой пачке сигарет даже, возможно, можно не разглядеть марку, но очень большими картинками будут нарисованы всякие различные заболевания. Это как-то сказывается, на ваш взгляд, и помогает для того, чтобы бросить курить? Ну, это да. В моем случае, ну, я думаю, что это должно помогать, потому что человек уже... Сейчас у нас интернет очень развит, и у нас пациенты очень умные все. Они, даже если видят какое-нибудь заболевание вот, на этикетке, они все равно интересно же будет все равно. Прогуглят, узнают. Альберт Афанасьевич, сейчас очень много различных средств для того, чтобы именно не резко бросить, а постепенно уйти от никотиновой зависимости. Это и всевозможные пластыри, и жвачки, и электронные сигареты. С точки зрения медицины, какие из этих средств одобрены и одобрены ли вообще? Так, ну, препараты, которые вот, используются для того, чтобы человек бросил курить, это, ну, мы делим на 3 группы. Первая группа – это никотин замещающая. Ну, там к ним относится самая активная, это, ну, известная марка, это Никаретта препараты. Ну, у них содержится малая доза никотина, из-за чего, ну, человеку как бы уже не нужно вот курить именно, ну, сигарету. Так, а вторая группа у нас идет, это препараты, которые снижают антидепрессанты, грубо говоря. К ним относятся Зибан там, и другие препараты. Но самое интересное, вот самый лучший препарат, я считаю, это Джампикс. Это германский, ну, созданный в Германии продукт. И оно вот связывается с холинорецепторами в головном мозге, где именно вот никотин тоже с ними связывается. Ну, как бы конкурентом становится, из-за чего у человека, ну, как бы отвращение идет уже. А этот препарат, он в какой форме выпускается? В таблетках. В форме таблеток. Да, А как происходит прием? Это у человека, он начинает постепенно снижать уровень курения и больше таблеток пить? Или как Сначала так, потом уже от таблеток идет тоже. И курс примерно сколько длится этого препарата Курс обычно? это длится у нас, ну, больше 3 месяцев где-то будет. А вообще рекомендуют врачи именно с помощью препаратов бросать курить? Или все-таки стоит обратиться к профильным специалистам на эту тему? Ну, лучше со специалистами, конечно. Потому что вот за долгое время вот пожилые наши пациенты, например, они курят 20, 30, 40 лет. Это уже ведет к тому, что, ну, организм уже привыкает, и у организма уже как бы вырабатывается разные осложнения, и может осложниться вот то, что человек бросает. Поэтому лучше всего под наблюдением врача и специалиста это делать. Вот у нас в городской больнице 2 у нас есть кабинет, вот, который именно занимается вот этим табакокурением, ну и работает с населением у нас. К работе этого кабинета мы еще вернемся. Сейчас хотелось бы поговорить на тему средства бросить курить, которое стоит особняком от всех остальных. Это электронные сигареты или электронные кальяны. Молодежь сейчас может, даже не бросая курить, просто употреблять его с содержанием никотина, используя жидкости без никотина. Насколько это вредны и вредны ли они вообще? Уже проводились какие-нибудь исследования? Да, исследования проводились по этому поводу. И, ну, ученым уже доказано, что вот когда человек вдыхает все равно пар, это еще хуже сказывается на бронхи и легкие, потому что там идет уже аэрозольные, это частицы, они, ну, попадают, грубо говоря, в ткани легкие, и там тоже осложнения, изменения, все это происходит очень серьезные. Ну, конечно, там вот курение, конечно, ну, человек может бросить, но ввиду того, что вот вдыхает пары, там еще неизвестно, какие там еще эти ароматизаторы, все это добавляется.
И за счет этого тоже... За счет пищевых добавок. А как бороться со срывами? Сколько должно пройти времени, чтобы исчезла никотиновая тяга вообще? Или бывших курильщиков не бывает? Ну, бывших курильщиков все равно бывает, конечно. Но по времени, ну, человек, ну, сам решает, конечно, как долго это произойдет. Потому что, ну, со срывами человек справляется, каждый справляется по-разному. Есть массу других там, некоторые эти конфеты принимают, ну, сосательные, некоторые спортом занимаются, как бы. Ну, не до этого, чтобы... То есть нужно найти хобби, которое будет замещать которое будет это дело. замещать курение. Ага. А как, если не получается человеку самостоятельно бросить курить, как раз вы не могли бы рассказать о работе коротко своего кабинета, который рядом с вами находится и проводит с гражданами эту работу? Ну, они у нас в первую очередь это фиксируются все, ну, сколько человек туда ходит. Ну, сначала мы же работаем, вот, участковые врачи, и мы направляем их в этот кабинет. Можете посетить, там помогают бросить курить. Они туда идут, уже все это дело фиксируется. Там уже у нас врачи сидят, и они тоже там все это дело фиксируют. И уже от возраста пациента, от заболеваний сопутствующих, и от этого и зависит, ну, какая дальнейшая тактика лечения уже будет. И очень коротко, какие акции и мероприятия будут сегодня проводиться? Ну, сегодня будут проводиться, ну, главный особняком стоит у нас то, что мы, медики, даем информацию населению, что, ну, какие есть методы бросить курить. Различные лекции, наверное. Да, различные. В основном упор будет на это все равно, в любом случае. Если человек проинформирован, как говорится, он вооружен. Так, ну и основная вот 50-100 мл никотина – это уже смертельная доза для человека. То есть главная ваша задача – это информировать население вот. о вреде курения. Альберт Афанасьевич, спасибо, что посетили нашу студию. А я напомню, что у нас в гостях был участковый терапевт Якутской городской больницы номер 2 Альберт Афанасьевич Никитин. Сегодня мы поговорили о способах бросить курить во Всемирный день борьбы с курением. В эфире было актуальное интервью. Оставайтесь на Якутия 24.